Регистрация, патент на работу, ежемесячный чек на 4000 рублей. Алишер Алямов показывает все из списка необходимых документов для легального нахождения на территории России. Он и его брат работают здесь уже 10 лет. Все это время исправно платят налоги, держат в порядке все необходимые документы. Однако брата Алишера несколько дней назад задержали российские правоохранительные органы. Отняли все документы, выписали штраф и планируют депортировать. Первый судья был женщина, молодцы она. Сказали, у них все нормально, вы зря привезли их сюда. Отдал документ их, сказали, идите отсюда. А это милиционеры звонили куда-то, между собой разговаривали, нашли какой-то судью, мужчина был это. Нашли, не знаю, не вышел из своего кабинета и заполняли эту бумагу. Сказали, пошли, все. Вас судили, депортировали, пойдем в спецприем. По словам вице-президента Федерации мигрантов России Карамата Шарипова, шансов на то, что брата Алишера оставят в Москве, практически нет. У всех, у людей есть достаточно те документы, которые сегодня подтверждают о законном пребывании на территории российского государства. Но мы же видим, что происходит. Без адвокатов, без судебной системы, без участия работодателя, без участия других правозащитных организаций, людей приводят в суд, даже их не спрашивают. А многие из них вообще не видели судью в глаза. Каждый день в приемную Карамата Шарипова приходят десятки пострадавших в надежде восстановить справедливость. За последнюю неделю из Москвы и Московской области было депортировано более 1500 граждан Таджикистана. Такое массовое выдворение мигрантов, скорее всего, связано с очередной кампанией правоохранительных органов, которые должны выполнить определенный план, считает правозащитник Светлана Ганушкина. То есть это на самом деле ужасная система, когда планируются преступления. И требуется раскрытие преступлений или правонарушений определенного вида. И тогда, конечно, под раздачу идут все совершенно независимо от того, есть у них документы или нет. Беата Бубенец, Москва, для настоящего времени.